или где-то сюда не пришла, что-то себя как-то не так чувствуешь. Вот Татьяна сегодня говорит, мне понравилось. Где-то что-то пропустила, говоришь, да? Себя не так чувствует уже. Правильно? Она одна, на вот особо не ходит, сама это, ну молодец. Вот поэтому она в растворе всегда вот. Такой человек никогда не уйдет из бизнеса. Поэтому всегда будьте с академией, всегда будьте в растворе с успешными людьми. Нигде не отставайте, везде нога в ногу с жизнью, нога в ногу с Андреем Шауром. Вот наш наставник Андрей Шаура. О, Татьяна, проходите. Здравствуйте. Под стуле свободнее. Наш Андрей Шаура – это президент Академии «Успех вместе». Академия «Успех вместе» – это наша обучающая система. Его сейчас по-всякому называют, да? Корпорация, да? Кто-то робот говорит, но робот – это немножко другое чуть-чуть. В нем сидит, в этой академии, да? А академия – это такая, она уже давно, это российская наша, его создал наш Андрей Артурович Шаура, да? Для народа он создал, для продвижения, чтобы как бы нескольких бизнесов, да? Скоро у нас еще топливо, да, через академию будет, да? Параллельно, да? И вот, как появился интернет? Появился интернет-бизнес. Продвижение бизнеса через интернет. Только тогда мы там через интернет, через соцсети набираем подписчиков, а это подписчики потом к нам подключаются. Поэтому нам придется, дорогая Нина, да, обучаться в соцсетях, как работать еще. Развиваемся, не стареем, все моложе становимся. Здорово же, да? Короче, после 50 лет, оказывается, только жизнь начинается. У вас тоже жизнь будет кипеть и бурлить. Это здорово. Да. О старости забываем, все молодеем. И вот он, значит, вот эта академия, да, значит, помогает нам стать здоровее, заработать деньги, да, потом это менять мышление. Менять мышление наши установки. Подсознание есть у нас, у всех, хотим мы этого, не хотим, да, есть подсознание, там сидят установки наши, еще с детства, малолетства еще, да. До 3 лет ребенка как развиваешь, воспитываешь, таким он остается на всю жизнь же, да. Вот эта установка прямо сидит у нас. Надо от них выходить, чтобы мы немножко жизнь поменяли. Этому учит наша академия. Ага. Вот. Он у нас сертифицированный бизнес-тренер, да? Самый лучший тоже, да? В мире. Вот. Самый лучший, мы считаем его в мире, да, потому что вот сертификат имеет от Брайана Трейси. Есть видеоролик, да, от Брайана Трейси, он там говорит, если вы хотите быстрее стать успешными, идите за наставником, за Андреем Шауром. Ага. О, проходите. И вот. Он обучался у очень многих бизнес-тренеров, которые тоже вот самые лучшие в мире, да? Поэтому он теперь нас, вот, своих земляков, россиян тоже учит. И по всему миру через академию учит. Обучающую систему создал, да? И через это мы обучаемся. Он сейчас дружит с Эриком Капралесом. Это Эрик Капралес, у нас вот он сидит в середине, да? Он президент компании BIPIC. И вот эта академия продвигает нашу вот эту компанию BIPIC. Откуда мы получаем наши любимые капсулы, продукцию нашу, да? Вот. Вкратце вот так. Ну, академию любите, лелейте, да, потому что это... Там внутри сидит робот, который наш помощник. Робот всем знаком же, да? Он за человека что-то делает же, да? И вот это наш робот тоже, он за нас работает, тоже нам помогает, да? Без них мы никак. А он немножко, чуть-чуть для галочки оплату требует, да? 267 рублей в месяц. Это только для галочки, мы как бы оплату если за год. А? Если за год оплачиваешь. За год, если оплачиваешь, да. Ну, все же, надеюсь, лидеры будут за год оплачивать, что будут лишние деньги тратить, да? Если за год сразу оплатить, 1600 рублей скидка будет акционная. Это же здорово же, да? Зато со спокойной душой, да, целый год вы в архив заходите и пропущенные ваши эти, да? Потому что частенько, да, ночью идет. Мы как в Якутии живем, поэтому оно идет у нас. В Москве-то он вечером, а у нас ночью получается. Поэтому мы иногда через архив.
каждую ночь спать тоже никак не это, да? Но иногда в прямой трансляции сидим, в прямой, конечно, слушать очень интереснее, там нужно поговорить, что-то писать, или, да? Но приходится иногда в эфир заходить, поэтому нам робота надо настраивать и пользоваться. Там видеоролики вставляем, и вот через эти видеоролики, через ссылки свои, да, людям отправляем, а люди смотрят и под вами подписываются, как бы, да? Это первый год вы только можете вот так маленько оплату сделать. А со следующего года, если под вами народ пойдет в академию, да, то с каждого человека 40 рублей. И у вас там накопится, и вы будете уже через эти бонусные деньги, да, оплату сделать в академию. Насчет академии у нас обучение идет, будете идти, там целая наука тоже, как бы, да? Ага, целая наука, это минимум час надо рассказывать про него, да? Настройка офиса академии, да? Поэтому об этом я сильно не буду. Просто вкратце про академию сказала, что он у нас очень нужный. Первый основа основ. Я, оказывается, написала в своей группе основа основ. Сегодня Надежда Дручин мне в академии говорит: академия это основа основ, без них никуда. Да. Поэтому любите. И вкратце я еще что расскажу. Да, наверное, слове Елене Вагнер. Она вкратце про продукцию нашу расскажет, да? Очень вкратце. Какие у нас хорошие продукции. Сейчас у нас всего 3 продукта. 2 взрослых, 1 детский. Сейчас она нам расскажет. Ну, все наши заболевания, да, происходят от того, что, как мы сейчас понимаем, да, что мы неправильно кормим свой организм. Мало того, что мы неправильно кормим свой организм, мы еще и неправильно, кажется, кормим свою клетку. Клетка не получает то, что ей положено, суточное, да, по потребности. И поэтому отсюда происходит наше заболевание. И вот на рынок вышел вот такой первый продукт, с которым мы начинали, это ЛФ-8. Тут адаптоген, витамины и энергетики. То, что тут 50% суточной дозы, то, что именно нужно клетке. Питается не желудок, а питается именно клетка. А здесь природные антибиотики. Гриб кардицепс, гриб линджи, чага здесь, радиола розовая. В общем, за счет этого продукта у нас происходит природные антибиотики, они, естественно, что они как бы нас избавляют от хронических заболеваний. Здесь природные энергетики, это бобы зеленого кофе и гуарана, которые повышают энергию нашего организма за счет природных энергетиков. Проходит утомляемость, организм начинает оздоравливаться, в общем, изнутри. Грибчага, допустим, да, грибчага, за счет грибчага это у нас нормализуется сахар в крови, это плюс еще и профилактика онкологических заболеваний идет у нас. Так, ну что еще вкратце или прямо расписывать? Нет, сильно не надо вкратце, да? Ну, гриб линджи это у нас косметический гриб. За счет гриба линджи у нас происходит омоложение кожи, очищение кожи и идет подтяжка кожи. Это вот чисто такой гриб хороший. И здесь идут нутриенты, это ягоды, фрукты, за счет чего у нас происходит хорошее очищение кишечника. Вот мы еще как бы, вот этого продукта у нас еще не было, но уже за счет вот этого продукта у нас уже восстанавливался ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Шло хорошее очищение и плюс оздоровление организма. Результаты очень хорошие были уже по этому продукту. Но этот продукт у нас вышел в ноябре 2016 года, его выпустили. А вот этот продукт у нас пришел уже в 2018 году. Здесь у нас идет чисто на очищение от токсинов и на глубокий сон. Фиолетовые капсулы, состав пребиотики, энзимы. Энзимы это у нас ферменты, которые помогают нам в то, что мы съели за день, накопили, вот это все расщепляется. Как у нас сейчас вот мизим, да, нам говорят,
помогает перевариванию, да. У нас мизим не надо, у нас вот тут специальные ферменты, которые помогают расщеплению, очищению. Мы спим, а у нас ночью организм очищается от разных токсинов. Белая капсула – это именно глубокий сон. Вот у нас сейчас такая категория людей тут сидит, да, больше уже как бы, ну, есть, конечно, и молодые, но сейчас молодые тоже все на стрессе, да, и тоже у них как бы можно пожаловаться на сон, потому что мы сейчас такое время живем, как бы немножко стрессуем, да, кредиты у нас, не можем найти работу, да, еще что-то, разные проблемы, да. И вот эта белая капсула, она именно идет для успокоения нервов, да, и для глубокого сна. И плюс идет мелатонин. Мелатонин – это вот именно омоложение организма. И очень этот мелатонин нужен в нашем регионе, потому что наш регион – белые ночи. Получается, мы сейчас, сколько месяцев, да, мы сейчас вот с мая и практически до октября будем при белых, да, ночи. А мелатонин вырабатывается только в темноте. Поэтому нам продукт на севере очень нужен, потому что помогает выработке мелатонина. Так, ну плюс в этом продукте еще гуминовая кислота. Это вот именно молоко, как говорят, да, матери земли, которое очень, ну, онкопротектор. Сейчас у нас даже дети маленькие болеют онкологическими заболеваниями. Ну, ввиду того, что у нас уже, во-первых, еда неправильная, и экология нарушена. Поэтому вот этот продукт обязательно нужен. А если все это принимать вместе, то это вообще будет шикарный эффект. Это наполняете вы себя с утра, утром скушали, завтрак, да? Это вечером себя почистили и погрузились в глубокий сон. Ну, этот продукт, опять же, да, этот продукт надо обязательно с водой. Если вы не будете пить правильно воду, то продукт, ну, он будет работать, но он будет не так работать, как с водой. Обязательно надо пить водичку. Ну, даже 2 литра это как минимум. Обязательно. В день надо выпивать воды. Так, ну и сейчас у нас еще на рынке появился детский продукт. Вот такой детский продукт в виде саше. Наливается водичка, насыпается туда вот этот наш состав витаминный, разводится, и вкус вообще попробовали. Внуки мои все рады, прямо что такой, вы рады еще выпить, и вы просто, я говорю, только раз в день. Счастье такое вам только раз в день. Здесь, почему он именно детский, в этом продукте, как бы, вот во взрослом есть адаптогены, энергетики, да, этот продукт без вот этого, чисто идет на фруктах, овощах, и здесь у нас еще добавлен гриб шиитаке. В общем, как раз именно для детей продукт натуральный. Все продукты это натуральные, без химии никакой нет, состав полностью натуральный. Так, и перспективы нашей компании. Сегодня как раз вот вчера вечером в академии Андрей Артурович сказал, что наше клеточное питание для кожи. Клеточное питание для кожи будет где-то в октябре, в ноябре 2019 года. Поэтому он сказал, готовьтесь, будет опять акция, приглашайте больше людей. И продукт появится только, получается, в конце года. Но это будет тоже шикарный продукт, чисто на омоложение и питание кожи. Перспективы нашей компании большие. Будет еще доработка вот этого продукта, будет усовершенствована формула вот этого продукта. И она уже, говорят, есть, и наши лидеры уже пробовали. Поэтому у нас только будет здоровье. Так что всех вас приглашаем, новички, пробуйте. Результаты у нас шикарные на самом деле. Мы на себе сначала все испробовали, а теперь рассказываем людям. Так, ну теперь можно результаты. Вот я дополню, как раз это всегда одним предложением, да? Вот утром вы это съели же, да? Тут же рассказала Елена, да, антибиотики, там, да, хорошие вот эти грибы, да, наши, да, противовоспалительные, да? А чего у нас хронические заболевания, усталость наша, да, откуда, да? Потом мы в возрасте, мы уже после 40 начинаем деградировать, да?
Клетка уже не в ту сторону, ну, как бы уже лучше становится по качеству, да? Ага. Поэтому вот это все, когда мы покушали, да, он подпитал наши эти клетки, да? Обновление клеток идет. Плюс еще он начинает бороться с нашими сожителями, наши сожители. Бактерии, вирусы, грибы, потом еще есть грибы, да, паразиты, да? В какой-то степени у всех оно есть. Хотим мы этого или не хотим, каждый день рыбу кушаем там, да? Ну, еще, кроме этого, у нас есть еще так называемые соли тяжелых металлов, да? Дышим выхлопными газами, потом морепродукты кушаем, они впитывают как будто вот эти всякие соли тяжелых металлов в море, да? А мы это кушаем, да? Вот это все же у нас внутри сидит. Ага. Потом это действие всяких вот этих телефона, холодильника, сотовых, ой, как он называется-то? Компьютера, да, ну, чего, Wi-Fi, Гаджеты, да, гаджеты всякие, да, на нас плохо действуют же, да, очистка же должна быть от них, да, вот это все борется, да. И поэтому, да, все, они как бы погибают, да, и они вступают в кровь. Кровь, поэтому интоксикация появляется. Гниет же, да, все, что гнилое, вот это все немножко вызывает нашу интоксикацию. Поэтому у кого-то в какой-то степени обострение идет. Ага. И вот, а вот это наша вечерняя, фиолетовая, да, она начинает ночью, да, вступает на очистку этого, нашей крови, да, от этих отходов, да, выводит, начинает помогать организму нашему. Сам организм особо не справляется, потому что мы уже старенькие, да, иммунитет не тот, то да все, да. Фиолетовой уже еще есть живые бактерии, да, а они уже начинают тоже помогать организму, да. Микрофлора улучшается, иммунитет поднимается, наш организм вступает тоже как бы в борьбу с нашими сожителями. Двойная это получается. И это помогает вот это, да? Плюс еще наш организм сам уже заново обновление идет, и он начинает по-новому работать, как молодой организм. Потихоньку, постепенно все обновление идет, и мы, получается, это, да, выходим, поэтому очень кто как, да, с какой скоростью, да, нам уже на оздоровление идет уже. Поэтому идет омоложение организма. Видите, да, как, ну, как бы, я сама медик, да, поэтому слово патогенезис у нас такое. Что-то съели, да, что-то, куда он начинает воздействовать, куда идти, всегда всю жизнь причину искала, почему человек болеет, где причина, копалась, да, и сейчас тоже копаюсь, как бы, да, и поэтому думаю, вот это, типа патогенеза, вот это, да, динамика, да, откуда, что следует, да, вот это, поэтому очень хорошие результаты люди получают. Именно получают результаты от тех болезней, которые врачи не могут лечить. Люди годами всю жизнь мучались от псориаза, экземы, это бронхиальной астмы, да, сахарного диабета, ничего никто не помогал же. И они другие БАДы принимали, и у врачей лечились, да, а тут что-то они начали получать результаты. Видите, да, сам организм вступает на это, как бы бороться, да, как бы за жизнь, можно сказать, да, благодаря вот с помощью вот этой капсулы зеленой. Она бесценная. Люди спрашивают, сколько он стоит? Я говорю, бесценная она. Если хотите, да, от нуля, я как вступила, да, я бесплатно его кушаю. А хотите? Бесплатно кушайте, ради Бога, никто вам не мешает. Хотите, покупайте на свои деньги, оздоравливайтесь, да? Дело ваше, решение ваше. Да? Вот так вкратце, да? Очень хороший, поэтому я такая довольна, я его считаю страховкой жизни. Я пошла в Росгострах, все устерла. Сейчас уже начинаю, когда это уже результаты мы рассказываем. Я сама принимаю, ну, можно считать, более-менее основательно, да, с октября месяца. Ну, летом маленько там где-то что-то употребляла, да, с переливчиками, там, да, год месяц. В сентябре я точно не пила, да. В августе маленько, потом вот с октября месяца уже бесперебойно, да. Это уже сколько-то, 7 месяцев, то точно кушаю, да, 8 месяцев. И получила, конечно, да, хорошие результаты. Во-первых, постройнела на 6 килограмм. В декабре я скинула 6 килограмм. Это октябрь, ноябрь, декабрь. За 2-3 месяца, считаю, 6 килограмм скинула. С тех пор держу как бы эту марку. Ага. Заходите, заходите. Вот эти продукты наши до гармонию делают, золотую середину в организме, да? Они меньше не сделают, выше не сделают. Если давление высокое, в норму
зовем, и все, он ниже не сделает твое давление. Если ты худой, середину найдет веса, да, нормального веса твоего гармоничного, да, и все, дальше он тебя, ну, как бы вполне не сделает, да. Если ты полный, наоборот, сильно, вот я 6 килограмм скинула в декабре, да, и дальше я не худею, как бы, да, мне стройнее дальше, да, вот так и держим. Потому что организм умный тоже, да, он гармония, вот это как бы наши умные они, да, они свое дело знают тоже. Самое главное его глотать. И в нашу информацию глотать как губка тоже, да, и все. Самое главное вот это. Тупо надо следовать, как что наставник говорит. Это и слово я так люблю, тупо следовать наставнику и все. Вот это здорово. Вот. И кроме этого, я вот очень понравилось, да, вот эти соли отложения солей уходят, оказывается. У меня тут шишки всю жизнь были, да. Когда массаж делали, всегда говорят, о, бедненько, у тебя тут сильно отложение солей, да, они такие довольно-таки большие были, да, как мой вот этот 2-1,5 сантиметра там, да, большие такие вот эти, они уже скатывались под кожей, да, я их чувствовала тоже, да, это какие-то сантиметры, какие-то эти побольше, да, как-то почувствовала, да, они, оказывается, через 4 месяца приема этих капсул, они исчезли, оказывается, у меня. 1-2 там были маленько оставшиеся, сейчас они тоже исчезли, да, здорово, да, и легкость в мышцах появилась, да, в легких суставах появилась, да. Я сейчас бегом хожу, а с автобуса вышла, да, бегом убежала. Почему-то ноги вот так сами бегут и все. Везде все успевать надо, да, бегом легко. Я тяжело было прыгать, сейчас только так могу прыгать, скакалку могу прыгать, да, вообще хорошо так. И вообще энергии тоже вот. Могу одну ночь не спала, а завтрашний день могу как огурчик ходить. Тоже. Это же здорово. Мне 57 лет, но тем не менее это. 60 лет тоже жить, возраст же, да? Ага. И вот. Кожа маленько подтянулась, конечно, и это как-то лучше стало. Ага. Потом вот это, раньше коленка одно болела, сейчас нынче зимой, да, и горлышко как-то в прошлом году побаливало, я чувствовала, что оно у меня есть, да, а нынче зимой вообще не почувствовала его. Ни разу в аптеку уже забыла дорогу тоже в аптеку, да, в поликлинику вообще забыла своих коллег, вообще об этом даже не мечтаю. Я вот всегда людям говорю тупо, просто принимайте и все. Никуда ходить не надо, говорю. Ни в аптеку, ни в поликлинику, хотя я коллег своих, да, но что это им? Они что вам сделают? Я своих коллег-то знаю, что им. Сейчас они поэты. Я же это, хотя должна была на работу выйти, да, потому что я была как бы уволенная с работы, да, по семейным обстоятельствам, да. Потом мне надо было как раз в прошлом году, да, идти на работу. Потому что я ухаживала за больной сестрой, она бедненькая в прошлом году, но в тот не ушла, да, и мне надо было на работу идти. Я думаю, дайте я отдохну месяц, потом пойду, да. Но я так не хотела на свою обратную, к коллегам своим идти, да. Ага. Потому что я знала, что там толку мало, мало денег, во-первых, да. Моя зарплата очень мизерная была, поэтому пенсия мизерная, самая минимальная, да. Потом это... Там сейчас по шаблонам уже не работают. Мне это тоже не нравилось. Зачем мне, да? У меня своя голова на плечах. Я хочу людям что-то другое, да? А нельзя. Все проверяет, медстрах, это страховые компании, да? И если это конкретно, что написано, и ты, если не назначат, тебе зарплату не дадут, да? Ну, все сейчас на шаблонах же работают, да? А поэтому мне это не нравилось. Душа моя туда не кинулась, да? И потом я, вот это, Жакалма Ющевна со своей свитой приехали из Бурятии, да? И мой наставник, который меня сюда пригласила, я ее забыла же, да, как-то, ну, отключилась я на труду как бы в первый раз, да, потом это, я оттуда уехала, и я как-то контакт потеряла, и как-то это, да, а тут она в мае месяце мне пишет WhatsApp, наши едут, найди их, да, я говорю, это что за наши там, а потом вспомнила, что я тут, и давай искать это, да, и нашла их, и услышала, я же тогда маркетинг ничего не знала же. Я один вот этот Элев 8 только знала, как бы, да, маленько, и то не знала. Только я там всего вот эту одну штуку, вот эту коробку купила, приехала, и все на этом, да. Это, и то я давала это больной сестре. Она же все-таки результат получила. А я дурочка такая, мне никто не объяснил, что это интернет, там это, то, да, все, да. Вы можете там найти, можете купить, там это, да. Бабушка меня подключила, а сама ничего не знает, ничего не объяснила. И я что-то тоже, надо было, конечно, искать в интернете, а я что-то не это, да. Такие, на результаты маленько получала, бедненько, да, но тем не менее она ушла в тот мир иной, да. Вовремя, если бы пришло бы, ну,
может, я ее спасла бы, да? Вот. И потом, вот, маркетинг как услышала, я думаю, все, я тут останусь. Никакой другой работы я даже и не думала. Я такая счастливая была, я работу нашла, все. Потому что я раньше в бизнесе никогда не работала, в сетевых никогда не работала, да. Ну, кроме Амвы, там маленько я там чуть-чуть была тоже, да. Сеть маленько сделала, да, но потом из-за семейных обстоятельств я оттуда ушла, да. И все, потребителем всегда была только. Но я изучала, как медик, все эти новые вот эти компании, которые с БАДом, да, маленько изучала. Я людям сама принимала, я 25-летним стажем, да, принимала вот эти продукции, да, всякие вот эти, которые в компаниях будут, да. Маленько где-то, где деньги хватало, маленько покупала и это. Как потребитель носить не делала. А тут мне маркетинг понравился. Сейчас я про нее расскажу, любимый маркетинг, да. Мне он очень нравится, да. И все, решила тут остаться. Я теперь только этим занимаюсь, как бы, да. И все. И все поэтому очень сама результат получила тоже, да. Ну, сейчас, надеюсь, да, вот мне очень нравится, как Дора говорит, да. Она сейчас рассказывает, да, вот насчет глаз, да. Как называется-то? Я даже... Всем здравствуйте. Я даже Меня зовут Дора, мне 55 лет, живу я в Заречье. Приезжаю на презентацию прямо как на праздник. Ага, не смотрю, что там очень дорого или что-то, я все равно убираюсь и в субботу всегда люблю пообщаться и рассказывать свои результаты. Я пришла сюда, в отличие от Марфы, например, да, я сюда пришла за здоровьем. Я вообще с 2011 года на инвалидности, 3-я группа, у меня ревматоидный полиартрит, до встречи вот этого вебика, до этой компании, я всегда не вылазила из больницы в поликлинику. У меня в неделю раз обязательно в поликлинику ходила, то за консультацией, то за лекарствами, за этими, да. И раз в год, раз-два даже было, я все время в областной ревматологии лежала. Что такое ревматоидный полиартрит, суставы, наверное, все знаете, какие адские боли. Я все через это прошла, была 3 года на гормональном, на преднизолоне была. Когда на преднизолоне была, у меня стали уже болеть почки. Из-за этого меня посадили на Араву. Арава — это тоже гормональный препарат, который на Араве у меня через 3 года началось подниматься артериальное давление. Это был у меня гипертонический вообще болезнь 2-й степени. И с каждым годом у меня подключались всякие диагнозы. Сахарный диабет подключился, щитовидка у меня вообще стала тоже барахлить. Хотели меня опять же посадить на гормоны. Когда стали давление повышаться, меня поставили отключили Араву и посадили на метотрексат. Метотрексат — это тоже гормональный препарат. Врачи утверждали, что это у меня пожизненно. Когда сильные боли, я метотрексат повышала до 15 миллиграммов. Когда чуть-чуть успокаивается, я его до 7. Но и так я жила со всеми гормонами. Смотрите, вот первая фотография, которая мне до этого. Я была вот еще такая на гормонах, вообще распухла. И вообще была в отеке. Все лицо в отеках, все тело в отеках, все ноги в отеках. Это вообще... Кто испытал такое, это вообще такие боли. И у меня суставы вообще не покидали вот эта скованность. Каждое утро у меня была скованность. И в конце концов мне поставили диагноз глаукома. У меня стало ухудшаться зрение. Я не могла читать без очков уже. У меня, я думала, это уже у меня старческий. Я себя считала 50 лет старой. Оказывается, это не так. Наоборот, 50 лет начинается вся жизнь. Начинаешь уже свистеть. И вот когда глауком поставили, мне начали капать всякие капли. Я даже сама в интернете находила немецкую какую-то фирму, очень дорогая капля, которая хватала всего на 2 недельки. Эта капсула стоила 3500, пенсионеров, у которых другого дохода нету, это вообще страшно. И что делать? Спасти надо зрение, потому что у меня в практике было, да, у родной
одной сестры мужем тоже была остроугольная глаукома, она не обращала внимания на один глаз, вообще ослепла. И у меня одноклассница ослепла на один глаз. Это что такое потерять зрение, да? Вот руки, ноги болят, это еще ничего. Ходишь с такими болями, обезболивающие пьешь и ходишь. А если не видеть, это же вообще страшно, вообще страшно. И я начала усиленно искать, что-то надо делать. И в интернете я нашла вот это клеточное питание, и через кого-то нашла одну землячку из Улан-Удэ. Я сама в Улан-Удэ, давно живу здесь. И она меня посадила в WhatsApp-группу такую, да, и слушаю, каждый день смотрю, слушаю и удивляюсь. С одной капсулы люди исцеляются. То у них проходят головные боли, то запоры проходят, то кишечник нормальный становится, после операции людей быстро восстанавливаются. Я вообще удивилась, что за сказка, что за бред. А меня вообще деньги вообще не интересовали в то время. И я начала усиленно его искать и заказала я в Улан-Удэ. Первую свою капсулу я заказала в Улан-Удэ. У меня обошлось это очень дорого. Получился я 40 капсул заказала, мне отправили, то, что когда отправили, я встретила самолет и еще отдавала тому человеку, кто привез, это получается дороговато же. И тогда я начала искать выход, как бы самой заказать. И нашла выход, и я подписалась в эту компанию и начала вот заказывать себе прямо с магазина. И начала вот пить вот эти капсулы. И на второй неделе, когда начала я пить, я почувствовала, что у меня скованность уходит. По утрам я всегда вставала, да, я зарядку делала, разминала руки, ноги, чтобы к 11-12, чтобы как нормальный человек выглядеть. И иногда у меня, когда обострение, я доходила даже до тросточки. Ну, хотя у меня уже возраст, но мне эта тросточка вообще была вообще непостижимо, как-то стеснялась я этой тросточки. Не выходила, когда обострение, я не выходила с этого. По двору хожу с тросточкой. Ага, соседи меня все знали. Сейчас удивляются. Я помолодела аж не на 10 лет, аж на 20 лет, наверное, я помолодела. Видно же, да, по фотографии, вот какая я была и сейчас какая я стала. Я сейчас путешествую, я уже за год я была в 2 странах, была в Африке, была в Китае, Санье была, вообще прекрасно. Чувствую вообще себя прекрасно. Дочь говорит у меня: мама, ты вообще выздоровела. Она до сих пор мне не верит, что это клеточное питание ее маму спасло. Оказывается, Гиппократ еще, когда у меня вообще медицинское образование, я фельдшер так-то была. И в связи с состоянием здоровья, в связи с тем, что у меня дети маленькие были, я медицину бросила, в другую сферу ушла. И в конце концов, когда на инвалидности стала, я не стала даже работать. Я потеряла свою работу из-за этих болей. И начала вот это клеточным питанием заниматься. Да, я вспомнила, Гиппократ когда-то сказал, что все болезни лечатся на клеточном уровне. Если у человека клетки в норме, человек должен быть в норме, будет здоровым. Поэтому вот это капсулки наши, да, вот клеточное питание, вот они исцеляют наши клетки. Клетки, когда выздоравливают, начинает организм бороться сам со своими недугами. И вот поэтому мы все пришли к этому выводу. У нас очень много результатов, если рассказывать, да. Вот результат, мы вместе почти начали, в Иркутск вместе ездили, Туляра Жиркова, наверное, слышали где-нибудь, да. Она тоже ушла с работы, начала вот заниматься. У нее были такие головные боли, тоже адски молодая же, да, с детьми работает, и постоянно у нее больные, болела голова. И врачи почему-то тоже ничего не смогли делать. Постоянно почему-то в течение года или 2 лет она постоянно, у нее была температура, да?
почему-то температура тела все время повышенная. Хотя она пила вот это жароснижающее, почему-то она держалась. Всякого исследований делали, обследовалась, и ничего такого путного не могли делать. И она вот тоже, когда начала, у нее уже температура исчезла, уже через месяц-полтора у нее температура нормализовалась. И до сих пор сейчас температура нормальная. Она похудела у нас тоже на килограмм 15, наверное, да, 19 килограмм. А я сбросила вес, да, вот по сравнению с этой фотографией, посмотрите, да, я сбросила за год 15 килограммов. Я таскала на себе вот мешок 15 килограмм. Представьте, как еще вот этот 15 килограмм, тяжесть у меня, видимо, давала знать. Ноги вообще болели и не имели даже. А сейчас я могу и плясать смогу, приседания могу делать. И начала, вот когда начала учиться в Академии «Успех вместе», стала выполнять задание наставника. Что такое задание наставника? Наставник у нас говорит, только клеточное питание не может делать такое чудо. Да? Вы должны себе сами помочь, должны делать зарядку. Да, действительно так. А я так, когда только начала, только пила и лежала, откуда будет такое быстрый результат, откуда будет? Нет, конечно. Но я начала правильно пить воду это как? Это теплую воду. Если человек пьет холодную воду, да, она желудок пока нагревает, она может окислиться, эта вода, да, и может идти сразу в кишечник. Поэтому теплые воды, ни в коем случае не горячую воду, вот в теплом виде, 40 градусов, типа как парное молоко. Вот в таком случае будете пить воду теплую и делать зарядку, результат вас не будет так долго, это придет, непременно придет результат. Все придете к результату. У меня ушла глаукома, вы не поверите, да, почему ушла глаукома, я говорю, да, я начала пить, и в марте начала пить, я и в июне в прошлом году поехала в Москву. Мы поехали, попутешествовали, приехали, я дочери говорю, мне во что бы то ни стало, надо глаза в Москве. Своим врачам, конечно, доверяю. Я дважды обследовалась в городской больнице, и мне поставили глаукому обеих глаз. Поэтому я вот принимаю вот с марта, и вот хочу прямо уточнить себе диагноз точно глаукомы, и хочу, чтобы мне этот московский врач назначил соответствующие лекарства, капли. И я добилась, нашла профессора за каких-то 40 минут обследования за 5000, мне деньги не надо было, типа, да, я заплатила, дочка еще говорила, мама, зачем за 40 минут, какой врач вам какой это сделает? Ну, я все равно здоровье дороже же, я оплатила и прошла обследование за 40 минут на 7 аппаратах. И сделали мне аппарат, и профессор очень удивился. Спросил он у меня, что вы капаете сейчас? Сейчас в настоящее время, что вы капаете? Я говорю, ничего не капаю, я перешла на клеточное питание. Он очень удивился. На какое клеточное питание? А вы можете мне показать? Как раз у меня с собой был вот этот капсулки, я ему показала. Я еще в то время начала еще вот акселер, подключила акселер. В марте начала водолев, а в мае месяце подключили этот акселер. И когда вот подключили акселер, начала еще быстрее снижать свой вес. Я вообще как девочка становилась. Я сама удивлялась. На зеркало смотрела на себя, сама радовалась, что я молодею. Даже видно было, как я молодею. Я вообще сама по себе вообще смугленькая такая. Все время как солнышко выглядит, я вообще загораю, ужасно черная становлюсь. А тут у меня кожа белеет что-то. Я вообще сама себе не верила даже. И начала вот усиленно дальше пить вот это, да. И у меня вообще ни запоров, ни ни поносов, ничего нет. Как раньше я какая здоровая была, я прихожу к тому вот времени, которое я была молодая, да. Я точно себя сейчас чувствую как молодой. Прекрасно же. Но и профессор что сказал мне? Посмотрел, поизучил вот составы, да, особенно водолев 8.
И он сказал, вот что значит, вот тут есть все вот компоненты, которые нужны человеку. За счет вашего клеточного питания, говорит, у вас улучшились, говорит, сосуды, укрепились они, говорит, за счет этого у вас глаукома отошла. Я говорю, не может быть, меня 2 раза, говорю, обследовалась в Якутске, говорю, я там, может, врачи там плохие еще, спрашиваю, нет, говорит, ну, они же точно на таких аппаратах вас исследовали, говорит, и ошибки никак не может быть. Вам, он сказал, мой совет, вы уже в возрасте, типа, каждый месяц просто проверяйте свою эту глазное дно, давление. И правда, у меня исчезли вообще это глаукома, зрение вообще улучшилось, и мне сейчас уже не надо на вот этих очков, да я без очков прекрасно читаю. Очень хорошо. Ушли у меня все суставные боли, я вообще вот погода зависимая была. Как погода вот в таком состоянии, вот погода меняется, я менялась, я наравне с погодой жила. Как погода ухудшается, я за 2 дня, за 3 дня знала, что погода ухудшится. У меня сестра вообще удивлялась. Когда я говорила, ой, погода изменится в худшую сторону, так, ты как барометр у нас, говорит. И сейчас спрашивается, меня, у нас смеется даже, что сейчас как погода? Я говорю, не знаю. Вот как прекрасно жить вот с этими капсулками, да. Я даже, мне неохота даже расставаться с этими капсулками. Я зеленую капсулку пью каждый день. Оно было вот такое, да, у меня обострение было. Обострение по своей глупости я начала с полной капсулы. И вот мне прям настигло такое обострение, у меня давление вообще под 200 подскочило. Я 1 раз вот тогда это вызывала скорую. Испугалась, американцы хотят нас отравить. Правда, что у вас было такое? Да. Ага, вот такое было у меня. Американцы, наверное, хотят отравить. Все, я уже, у меня заканчивается жизнь. Сын вообще испугался, сестра испугалась. Начали выкинь вот эту помойку, выкинь. Нет, я начала звонить, перезвонить, все. В Лондоне несколько раз всем звонила, это что такое. И начала дальше изучать, глубже изучать в интернете. Оказывается, хоть человек здоровый, все равно надо с 1/3 начать, чтобы организм немножко... Мы говорим, что это не таблетки, не это, но все равно не надо, как я, поступать по целой капсуле. Это пройдено уже. Это несколько человек тоже так же было, оказывается. И когда вот я начала, его снизила с 1/3, я до того испугалась, я целый месяц принимала по 1/3. И то вот чувствовала, когда по 1/3 целый месяц пила, я такую энергию чувствовала. Я в то время не могла даже по дому уборку делать. Я все вот за этот месяц все прочистила, все уборку сделала, всех удивила аж. Ага, что-то у нас с нашей мамой случилось, сын говорил. Я все перемыла, все уборку делала, похолола, помыла, я удивилась. И вот тогда, через месяц, я подумала, прочитала, что это вообще 1 капсула для человека, это норма. И начала его все равно в сутки, например, утром половинку съела, днем другую половинку ела. Вот таким этим я начала. Но давление у меня все равно немножко подскакивало. Но я пила таблетку от давления. И таким образом я уже его пью. Получается, год, март, апрель, май. Год 3 месяца пью, уже без перерыва. И результат какой? Шикарный. Шикарный. А сахар? Вообще очень хорошие ноги, вообще не болят. Фигура уже появилась, как девочка стала. Глаза вообще стали, я могу насквозь видеть. Начала зарядку делать, приседания делаю 100 раз, приседания делаю, отжимания делаю, но до 90 никак не могу дойти, самое большое до 60 делала. Ну, каждое утро 30-40 этих отжиманий всегда делаю. Отжимания, оказывается, очень хорошо помогают, потому что, когда отжимания делаешь, все мышцы работают. И зарядку. Да.
шаур, зарядку, вообще хорошо очень. А Вот сахар, как раз сахар? поэтому всем рекомендую пить вот это. Сахар. Сахар норма стала, но норма стала. Ну вот у меня вот знакомая, да, я вот пригласила, да, она говорит, вот, ну я ей отправляю результаты, да, она говорит, все пишут, как хорошо, как все нормально, а никто не пишет, почему, говорит, вот как началось, и такие были, ну как вот. Да, консультации. было, подскочил. Во-первых, ну, Да, у на меня не сильно обострение, подскочил, никто да. обострение не пишет. У меня, Почему? у брата сахарный диабет, он инсулинозависимый. И он, когда вот я ему давала, да, он тоже так же пил с 1/3, у него сахар подскочил аж до 20. Он тоже испугался же. Но таким образом у него 2-3 дня, наверное, вот так колеблился. Сейчас он от инсулина отошел, инсулин не колет. Утром пьет таблеточку, а так уже от инсулина отошел. У сестры тоже нормализовала сахар. Видимо, у нас наследственные. Раньше не проверялось же все-таки. Родители у меня рано ушли. Я очень жалею, что их нету. Если были бы, я бы своим родителям непременно отдала бы, чтобы ихнюю жизнь продлить. Но сахар нормализуется. Вот у меня был мужчина, ему сколько? Ему 60 лет, наверное. Он тоже сказал, начал пить, у меня почему-то сахар повысился, даже выше стал, чем было. У него сахар все время 9-10 было, аж стало 15-16, говорит. Он уже пьет месяц с лишним. Буквально позавчера я с ним разговаривала, он говорит, у меня сахар в норму стал, 6-7 стал, говорит. Это у кого с сахарным диабетом, 6 это вообще норма же, 6-7. А у меня вообще норма, 5-8, 6. Больше вообще не появляется. Ревмофактор и ЦРБ-фактор у меня было вообще выше крыши было, когда я это не пила, да. И еще мне на глаукому, почему операцию не могли делать, потому что суставные у меня вот эти воспаления ужасные были. Ревмофактор большой, СОУ у меня 60-70 все время. Сейчас у меня СОУ где-то 29-30 все равно держится. Но думаю, в скором времени все равно норма придет. А ревмофактор, ЦРБ-фактор, они у меня уже в норме. Врачи все удивляются. В тот раз вообще врач меня даже в коридоре не узнал. Я просто для себя, для этого пошла анализы сдавать. Она меня вообще не узнала, я ей подошла к ней и говорю, вы что ли? И он удивляется, вот видишь, какие изменения дает это клеточное питание. У нас очень много вот этих желающих, сами расскажут, наверное. Есть у нас, вот девушка сидит, после инсульта, перенесла инсульт, у нее даже волосы стали чернеть. Гуля, давай расскажи. Маленький Ну, это я отсюда, да? Да, меня зовут Гуля. Я 6 лет назад перенесла геморрагический инсульт. У меня вот эта правая сторона, а его левая сторона я отказалась. Ну, после операции. Ну, потом, инсульт, как говорят, проходит, но последствия, конечно, остаются. Это очень долгая реабилитация была. Но я сейчас, инвалидности у меня нету. Вовремя надо было ложиться в больницу, а у меня дети маленькие, мне не с кем оставлять, поэтому пришлось отказаться от инвалидности. Сейчас я работаю, это 3-я моя работа. Я капсулу принимаю почти 10 месяцев. И я принесла сегодня для всем показать, что когда я начала пить, я сдала анализ. И вот 7 мая я сдала анализ. У меня кровь идеальная. Вот. Ага, А можем посмотреть? Сахарный, общий. Биохимию я сдала по школе, у меня там тоже все нормально. У меня ни тромбоцитов, ни холестерина, все нормально. Сейчас давление у меня, подскакивает, конечно, после физической работы 140 на 90, но потом снижается. А потом как самочувствие, я сплю нормально, ем нормально. Я, конечно, диету не соблюдаю, но я при этом скинула 7 килограмм. Вот. Я 91 была 1 сентября, вот когда перед тем, как анализы сдавать. А сейчас я вешу 84. Ух ты. Но я при этом диету не соблюдаю. Я хлеб ем, я мясо ем, я сахар ем. Вот так вот, видимо, я после такого противоречия, но
как должно быть, так и живу. У меня нет таких. Ну, я научилась пить воду. Воду, да, обязательно надо пить. Без воды ничего не поможет. Так-то зрение нормальное. При том, что это у меня дочка была анемия, очень большая анемия была. Вот того, что сказали, если еще через месяц у нее такие анализы будут, мы сделаем ей переливание. Ну, сейчас, да, сейчас очень хорошо. При этом, оказывается, у анемии, мы думаем, что это подростковый возраст, это не так оказывается. Это у наших детей, видимо, из-за питания, из-за болезни или что-то там. Ну, я вот так рассудила. У нее, оказывается, анемия была, поэтому у нее никогда не было настроения, всегда такая нервная, никого не любит, никого не хочет слушать, при всем при этом. Она вот так и жила. А потом, вот после приема 1,5 месяца капсул, она совсем изменилась. Сейчас она студентка 2-го курса архитектуры. Вот так до ночи спит, сидит, также вот утром рано встает, как студенты, убегает, но при этом вот капсулу половинку сейчас она пьет, и на день ей хватает. Ну, я тоже вот так считаю, молодежь все так делают, но я при этом спокойна, что она свою порцию витаминов получает, и все. Так, сын первоклассником был в прошлом году, такая прямо трудный ребенок был. Сейчас мы вчера, да, вчера хорошистом закончили 2 класс. И посмотрите на ее волосы. Да, я специально не стригусь, вот так мне темнеют волосы, вот так. Я это вообще сама не замечала. Потом вот, я постоянно хожу к одной парикмахерше, она говорит, у вас, говорит, темнеют волосы. Нет, говорит, не должно быть. Потом вот так домой пришли, начали раскрывать, посмотреть. Ну, я вот... Мы первый раз, когда Да, я видели, да, волосы были совершенно белые. Ага, я еще думала, крашила что-то. Нет, Все белые были. все белые были. А сейчас он чернее, она еще взяла покрасила. У меня брат, сейчас он старше меня на 2 года, меня старше, он вообще белый. Я даже могу показать фотографии, но вот после последних зондов там они прислали. А зато у меня вот черные волосы растут. Так что клетки... Очень хорошо стало по-русски говорить. Активно Ага, говорить, стало Да, раскрываешь, я вот так. Так, Зоя, выходи. Ага, есть у нас тоже у Зои, у мужа очень хороший результат, но он почему-то не хочет. Мы хотели его ролик снимать, но не хочет он. Но результат очень хороший. Я вообще радуюсь. Да. Я вообще пришла в эту компанию, конечно, за здоровье, для себя к тому же. У меня муж болеет болезнью Бехтерева. Поставили ему уже 2-ю группу инвалидности, дали нерабочую, когда ему было 27 лет. Сейчас ему 51. Ну, вы знаете, какое заболевание очень тяжелое. И осенью ему было очень плохо уже. У него было обострение. И поставили мы ему 5 уколов диклофенака. Ему это вообще не помогало, у него были сильные боли. И вот потом я обратилась к девочкам. Вообще не верила я в эти капсулы, ну что за ерунда, ну не может такого быть. Вот, к Вале, Валя, помоги. Дай мне в долг капсулы. Она дала капсулы, и я начала своего мужа, значит, на себе сначала испытала. Думаю, на 4 части поделю, потому что ему плохо уже. Больше 5 уколов ставить нельзя, но уже все, уже. Ну что делать? Ну ладно, сначала сама себе думаю, если выпью, живая останусь, ему дам. Ну, выпила эту капсулу, пошла, что-то походила. Специально сфотографировала, кстати, себе, какая я в один прием была. Пошла на кухню, начала мыть посуду. Что я песню пою? Ни с того, ни с сего мою посуду и пою песню, да? Ну ладно, значит, думаю, можно давать. Начал он меня принимать. Принимаем мы. Начали принимать 23 ноября. После этого ни разу не было перерыва. Пьет он очень сильно мне изменился. У нас, во-первых, изменились с ним отношения. Что вот это вообще, вот знаете, вот, вроде бы по медицине, да, мы хотели бы, да, получить, а у нас отношения меняются. Вот не знаю почему. Мы с ним не ругаемся вообще.
У нас какие-то шутки, прибаутки постоянно. И можем и погладить там. Ну, у нас вообще ранний брак, мы с ним очень долго живем, и, знаете, как-то уже отдаляешься же, да, у него своя жизнь, у меня своя жизнь была. Вечером, когда вот домой приходили, он в своей комнате, я в своей комнате. А теперь у нас какие-то шутки, мы с ним не ругаемся, у нас очень хорошие отношения. Молодые стали, да. И вот постоянно шутки, ну, в общем, хорошо. И он у меня внешне очень сильно изменился. Но хоть вот сейчас у нас пес с Валей сюда на презентацию, он говорит, я вообще ничего не знаю, я вообще ничего не понимаю. А как он изменился, да? Надо было сфотографировать. Он изменился. У меня есть фотографии, но он категорически против. Зоя, можно я добавлю? Я знаю Олега, Зою, да, и хочу сказать, что встретила Олега как-то вот до того, как вот начал пить капсулы, да, вы знаете, у него был взгляд такой, у меня аж мурашки внутри где-то пробежали такие, я думаю, господи, не жилец, вот честно говорю, да, был такой взгляд у него, был такой какой-то холодный, прям, да, какой-то холод шел от него. Я говорю, прямо сейчас вот вспоминаю, да, мне... Это осенью было, да. Мне же вот прям мурашки прибегут, мне даже плакать хочется, смотрю на него, да, и прям вот человек меняется на глазах. Вот сегодня вот уже вез, я говорю, Олег, ты вообще какой-то другой. Ну, он говорил, Зоя же говорит, он говорит, я ничего не понимаю, ничего не это самое. Я говорю, да ты просто не чувствуешь. У меня мой муж тоже сопротивлялся, да, говорил там, ой, я ничего не вижу, ничего не так. Посидит на корточках, встанет, головокружение какие-то у него, да, он прям так хватается, что-то так постоит немножечко, все это. Начал пить капсулу, я смотрю, там, сел на корточках, покурил, встал, у него совершенно другой, да. И вот я говорю сегодня на Олега тоже смотрю, да, он говорит, что ничего не это самое, там ничего не происходит. Не понимает, что ли, они не прислушиваются, наверное, к себе, не доходит до них еще, что ли? Не умеют слушать Не себя. умеет себя слушать. Да, не наверное. больше скептики, мужчины. Да. Ну и вот я сегодня на Олега смотрю, ну прям вот душа радуется. Да, весной у нас в Барабон завозила девочку, с ним познакомились. И настроение Это на хорошее. уровне гормонов еще, гормонов же еще. Меняется сильно. Они это не замечают. Вот у меня установой, у меня было внутричерепное давление, у меня папилломы были, постоянно, знаете, усталость хроническая была. И при этом от этой хронической усталости я спать не могла. Вот я устала в такой степени, что вот я хочу спать, но я ложусь, и я не могу уснуть. Постоянно какие-то вот мысли в голове, там, а что вот это, знаете, какой-то... Хочу пораньше лечь спать, анекдот такой, да, ложусь в 10 часов, 4 утра, думаю, когда колобок катится, морать у него глаза или нет. Вот до такой степени доходила. Работа у меня круглосуточная, работаю на 3 работах, и вот тоже еще. Или бывало, вот уснешь, да, и снится сон, что я хочу спать. То есть мне даже во сне хотелось спать. Такая вот усталость была. Сейчас у меня очень хорошее настроение, практически всегда. Я стрессоустойчивая стала, у меня падают папилломы. Внутричерепного давления нет у меня. Через 2 месяца, по-моему, я у Максима проходила обследование. Он сказал, нет никакого внутричерепного давления. Истощение нервной системы у вас было. Сейчас оно восстановили. Да. Вот, знаете, вот, даже вот так вот на скидку даже не скажешь, потому что забываешь ты про эти вот, то, что у тебя было, и кажется, что все нормально, забываешь. Думаешь, а вот это не сказал, а вот это не сказал. Сейчас, знаете, вот пишем, все хорошо, все прекрасно. Очень, очень хороший результат, мы за вас очень радуемся. Первый раз, когда я видела, да, вас мы только начали презентацию проводить, я Зою видела, помните, вы подходили. Хорошо, она нам говорила, что муж совсем не хочет пить, он вообще это совсем плохой. А потом прошло сколько месяцев прошло, мы засобирались в Барагонцы. И мы начали искать машину, Зоя говорит, что муж сможет. Я тогда еще удивилась, была шокирована. Такой человек, который не может только... помнишь, ты еще говорила, он почти одной ногой уже там. Я осенью думала, что зима у него последняя. Я потом увидели, он вообще прекрасный человек. Ага. Он взял себя в руки, он начал пить вот эту капсулу. Вот видите, какие вот дают результаты людям. Даже с постели даже человека вот восстанавливают, клетки восстанавливаются, организм сам начинает уже бороться. Человек уже здоров. Спасибо вам, Зоя. Очень хорошо. Муж пусть готовится в турне. Ой, он за. Ага. Есть у нас молодая красавица Татьяна, которая делает 90 отжиманий с пола. Это же вообще прекрасно. Я вообще поражаюсь. Первый раз, когда я ее видела, вот когда приезжали
наши лидеры, был первый, не первый, это второй раз, когда было вот в институте, был, вот это я приехала вот тогда и первый раз видела, я вообще удивилась. Вы тогда еще делали всего 30 отжиманий, да? А сейчас она делает 90 отжиманий. Пожалуйста, вам слово.